Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камраде и Кишиневе 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Саркили. Сегодня среда, 20 сентября. И самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Фейсбуке. Тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономии, в стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Сегодня у нас в гостях глава Ассоциации гагаузских сообществ Украины Юрий Демчоглу. С ним мы поговорим о ситуации с экспортом украинского зерна по Черноморскому коридору. Во второй части выпуска мы поговорим с главой Общественного совета при Одесской ОВА Сергеем Братчуком о ситуации на фронте и политической ситуации в России на фоне украинского контрнаступления. В третьей части выпуска мы поговорим с историком и политологом Анатолом Царану о мерах, которые предпринимает Республика Молдова по укреплению своей военной безопасности. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить с господином Демчогло, главой Ассоциации гагаузских сообществ Украины, о ситуации в Черном море, о том, какие суда могут ходить, как это влияет сейчас на логистику после того, как не была возобновлена зерновая сделка, и после того, как несколько военных кораблей России были фактически выведены из строя и уничтожены как военные корабли ВСУ. Да? Что сейчас там происходит, я предлагаю поговорить с нашим гостем. Юрий Дмитриевич, приветствую вас. Буназио, Заман Хайролсон. Доброго дня. Витаю. Буназио, Заман Хайролсон, витаю. Да. Спасибо. Юрий Ильич, вот мы с вами в прошлый раз обсуждали, что не была возобновлена та самая зерновая сделка, но с момента нашего последнего с вами разговора произошло несколько интересных событий. Допустим, Украина показала, что она может создавать России очень серьезные проблемы в Черном море, военные проблемы. Был атакован док, где ремонтируются российские военные корабли, и фактически российские военные корабли там где-то то ли в районе Новосибирска, то ли, Новороссийска, извините. Новороссийска, да. Да, Новороссийска, да, то ли в районе Севастополя. И вот сейчас мы опять же видели информацию о том, что начали заходить суда по этому коридору, но уже в одесские порты. Что происходит и как вообще ситуация изменилась с момента нашего последнего разговора? И как это повлияет на логистику? Действительно, ситуация на Черном море кардинально поменялась в последний месяц. И основой для этого является то, что Украина должна что-то делать. Просто так как говорят гагаузы, чат-пат работал зерновой коридор с присутствием российской стороны, хотя у Украины не было прямого соглашения по зерновому коридору. Если вы знаете, что Украина подписала соглашение с ООН и с Турцией по гарантиям, а Россия подписала то же самое такое соглашение тоже с ООН и с Турцией. Россия в одностороннем порядке вышла из этой зерновой угоды, зернового соглашения, и как сказал президент Зеленский, это проблема России, пусть с ней решает вопрос Турция и ООН. Вы знаете, что и генсек ООН после этого летал в Россию. Эрдоган был на позапрошлой неделе в Сочи, но не смогли договориться о продлении зернового коридора. И параллельно, вы видите, с этим Украина начала действовать. То есть несколько операций в Черном море вооруженных сил Украины, точнее военно-морских сил Украины вместе со службой безопасности Украины позволило взять под контроль, точнее нейтрализовать. Есть такие понятия, в Черном море есть вышки Бойко. Да. Это газонефтяные платформы, построенные Украиной и отжатые в 2014 году Россией, в котором даже Россия умудрилась там годик еще прокачать, поворовать у Украины нефть и газ. Но потом, после бомбардировок Украины, прекратилось это, но там Россия разместила радиолокационное оборудование и оборудование слежения, которое позволяло держать под контролем западную часть Черного моря.
ВСУ высадилась туда, демонтировала. Ну, во-первых, сначала обстреляла, оттуда ушли российские военнослужащие, я так понимаю, потому что там на сегодняшний день эти вышки не представляют никакой угрозы, потому что на них невозможно не высадиться, там уничтожены вертолетные площадки, там не работает никакого оборудования, соответственно, Россия не может в радиолокационном плане контролировать эту часть Черного моря, западную часть Черного моря. И плюс очень успешная операция, которой там многие даже европейские, натовские военные говорят, что страна, которая без военно-морского флота уничтожила, нанесла очень серьезный ущерб морской державе. То есть был обстрелян не просто док, а был обстрелян судоремонтный завод Севастопольский, Да. где ремонтировались все корабли, поврежденные Украиной в Черном море. И плюс, самое главное, были обстреляны, повреждены там, или серьезно повреждены, или выведены из строя, насколько нам говорят, больше половины флота, который был задействован и в обстреле украинских городов и граждан. То есть была, вы знаете, повреждена подводная лодка, не помню ее название, Да. в этом доке, которая также непосредственно зафиксирована, что она участвовала в обстреле украинских городов. На сегодняшний день практически ничего из Севастополя не выходит в Черное море, если выходит только для того, чтобы перебазироваться там в Феодосию или же Новороссийск дальше, то есть в восточную часть Черного моря. Это позволило сегодня Украине действительно возобновить судозаходы и судовыходы из одесских портов, Одесса, Черноморского пока. Черноморск — это бывший Ильичевск, так я понимаю? Бывший Ильичевск, все в Гагаузии знают его как Ильичевск, да. Да. Но он был переименован в 15 или 16 году в Черноморск. Да. Поэтому сегодня создались условия для того, чтобы Украина разблокировала свои порты. Плюс параллельно за это время Россия пыталась дважды обстреливать порты. Но 100% сбитие, вот 2 недели назад, я был свидетель этому, когда там в час ночи буквально 20 с лишним ракет было сбито, в том числе «Калибр» и «Оникс». То есть у Украины появилась и противовоздушная оборона, которая позволяет сбивать практически все. Над Одессой, вы имеете в виду, да? Над одесскими портами, Над одесскими портами. Это дает и военную гарантию того, что гарантию военных тому, что гражданские суда будут защищены военными. Ну, посмотрим, поживем, увидим. Пока это идет в таком тестовом режиме. Но я думаю, что если будет поддержка западных партнеров, особенно НАТО, потому что вот были там сообщения, что английский ВВС готовы сопровождать караваны от Констанции до Одессы, то есть от границ НАТО до Одессы. Плюс английские компании уже сегодня страхуют эти корабли, которые заходят не только в Дунайские порты. Вы помните, когда были обстреляны Дунайские порты, были проблемы с тем же судозаходом. Но сразу международные, особенно английские компании, сказали, что они продолжат страховать все суда, заходящие в Дунай, в украинские порты. И эта проблема сразу ушла. Дунайские порты все так, как судовладельцы как ходили, так и ходят. Несмотря на то, что дунайские порты систематически обстреливаются, заметьте. Вот я хочу эту параллель подвести, что несмотря на обстрелы, уже 7 налетов было на дунайские порты, они продолжают работать практически в штатном режиме. То есть это показывает, что несмотря даже на обстрелы одесских портов, при нормальной, хорошей сбиваемости, вот в дунайских портах началась сбиваемость на уровне 80-90%. И эти обстрелы стали такими, знаете, их уже так не опасными, как первые атаки, когда больше 50% там попаданий было. Но на сегодняшний день уже, несмотря на обстрелы, дунайские порты работают. То есть то же самое может быть в дальнейшем и в одесских портах. Да, Россия будет обстреливать гражданскую инфраструктуру и портовую,
Да, Украина будет сбивать, да, там страховые компании будут страховать, но и в таком режиме, я думаю, что все будет работать потихонечку. Но, кстати, касательно страхования, сегодня у России очень большие проблемы с этим. Мгм. Это, не знаю, тема отдельного разговора, мы можем и это обсудить. Но, насколько я знаю, что уже 2 недели ни одна международная страховая компания не страхует ни грузы, ни суда, заходящие в российские порты. Ну хорошо, а кто-то скажет, вот Казахстан страхует, Кыргызстан страхует, там Китай страхует и так далее. Это разве не решает проблему? Вы знаете, я чуть знаю страховой рынок. Страховые компании, там, украинские, турецкие, там, молдавские, они все перестраховывают. Тут есть страховые компании маленькие, локальные, Мгм. а есть, как говорится, 4-5 монстров во всем мире. Они сидят в Лондоне, Мгм. начиная там Ллойда и прочих. Они, вот все страховые риски, особенно крупные, даже в договорах, часто крупных международных договорах, которые там выше, там, миллионы и выше, они обязуются застраховать там, в топ-10 страховых компаний. Мгм. Сегодня там количество груза там, в любом там 10-тысячнике кораблей, 20, ну, это не, относительно небольшие корабли, и в российские, в одесские порта, в черноморские порта заходят корабли там, водоизмещением до 100 тысяч тонн, Мгм. там груза там, от 5 миллионов и выше долларов. Соответственно, застраховать этот груз у казахской или киргизской или компании или грузинской, ну, я не думаю, что пару таких страховых случаев и обанкротится, обанкротится страна, а не страховая компания этой страны, понимаете? Хорошо, а вот что насчет вот этого информации, которая появилась о том, что Россия создала целый грузовой флот, танкерный флот для того, чтобы отгружать свое зерно, и там целая параллельная инфраструктура. Насколько это вообще реалистично? Вот даже недавно появилась информация, что Россия начала перевозить там грузы по Северному морскому пути. Окей, может, я не знаю, вы не следите за тем, что происходит в Северном морском пути, но вот на Черном море, откуда эти порты Новороссийска и так далее, насколько России удастся создать вот этот параллельный флот, и насколько это будет жизнеспособно? Э, Вы знаете, на сегодняшний день Россия с начала военной агрессии против Украины создала уже этот флот. То есть Мгм. этот флот, незаконный флот, он, как правило, идет под сирийским флагом, под флагами таких островных государств, но грузовладельцы являются или российские компании, или арабские, так, сирийские компании. Она практиковала этот метод на Черном море путем воровства, вывоза ворованной украинской пшеницы. Мгм. Севастополе, Керчи, вы знаете эту проблему. Последний год очень много было вывезено по подсчетам от миллиона до 2 миллионов тонн украинской ворованной пшеницы. Ну, из Херсона и Э, Запорожской области, я правильно понимаю? Вот эти оккупированных Не, территорий. да, Херсонская, Запорожская области, юг Донецкой области вывозились через Мариуполь, ну, в первую очередь через крымские порты, это Феодосия, Севастополь и Керчь. Э, Они вывозились в основном как раз в Сирию, насколько я помню, Ливан, но Ливан сейчас заблокировал все заходы таких судов. То есть, да, они создадут флот, но сегодня, понимаете, сегодня такой флот может пойти максимум в Сирию и даже в Турции. Да, он заходит, кстати, и в Турцию тоже, в турецкие порты. Но сегодня я знаю, что плотно работает турецкая прокуратура, она проверяет, ворованное это, ну, ворованный в Украине груз или нет, поэтому в Турцию, я знаю, практически ворованное зерно уже не завозится. После случаев, когда украинские власти, украинская прокуратура, генеральная прокуратура протестовала в турецкой прокуратуре поставки ну, захода таких суден. Но идут другие товары. Турция пока открыта для российских кораблей. Турция пока не требует страховок. В принципе, для Турции все равно, потому что турки сегодня покупают товар, уже доставленный в Турцию. Мгм. Когда, как говорится, когда его пощупают, за Понятно. это То тогда и есть, платят получается, они его деньги. доставляют в Турцию, там продают, и дальше из Турции он уходит дальше, я так понимаю, да? Ну, турки могут и перерабатывать этот товар, как правило, турки покупают сырье, или же перепродавать его дальше. Это уже вопросы и проблемы турецкого бизнеса. Но факт то, что сегодня у России максимально сужен круг
партнеров, торговых партнеров. Мало того, сегодня очень большие затруднения, вот насколько я слышу от судовладельцев, никто не в Россию идти не хочет, потому что для судовладельцев очень важный вопрос. Первое, страховой случай, страхование его судна. Второе, это страхование грузов. Если ни судно, ни груз, его невозможно будет отгрузить. Или это полностью риски грузоотправителя, который со своим кораблем незаконным, со своим грузом будет куда-то его возить. Но это, кстати, тоже началось после того, как украинские морские дроны атаковали, вы помните, Новороссийск, Да. атаковали в районе Керчи, в акватории Новороссийска тоже поработали. То есть после этого страховые компании и плюс украинские военно-морские силы объявили 5 российских портов зоной военных действий. Знаете? Украина, я вам пошлю новость, украинские военно-морские силы объявили порт Туапсе, Сочи, Новороссийск, Кавказ зоной военных действий. Украинские военно-морские силы. То есть легитимные цели, военные цели в данном случае для ВСУ? Да, будут там сбиваться, да. Да. Хорошо, а вот сообщение о том, что пошли первые корабли. Вы так осторожно сказали, что посмотрим, как оно будет. Вот какие перспективы это открывает? То есть получается ли так, что Украина ищет и практически обеспечивает себе путь по вывозу и активации одесских портов без каких-либо гарантий со стороны России, которые были в рамках этой зерновой сделки? То есть фактически нейтрализуют Россию как военную угрозу в данном случае. Я правильно понимаю? Знаете, Россия старается Украину заблокировать по максимуму. Но вы знаете, Украина показала уже за эти 2 года, что она умеет себя разблокировать, что она умеет себя защитить. И на поле боя, и в воздухе, и на море. То есть Россия не оставила Украине шансов, другой альтернативы, как запустить работу зернового коридора, точнее даже не зернового коридора, а запустить работу черноморских портов без какого-нибудь участия, малейшего даже участия России. Не хочет, согласно сделке, сделает без России, понимаете. Путин, к сожалению, уже неоднократно показывал, что он старается обыграть всех, но в конце концов почему-то остается в проигрыше он. В конце концов, я подозреваю, что в данном случае то же самое будет. Переиграет сам себя. По поводу логистики на дунайских портах, потому что мы видим продолжающиеся обстрелы там, что сейчас происходит, и вы сказали, что Украина может обеспечить безопасность или защиту одесских портов, а вот дунайские порты, там улучшилась ситуация с противовоздушной обороной или противоракетной обороной? Если вы посмотрите статистику, после каждого обстрела процент сбиваемости рос. Да, действительно, для Украины было внезапностью обстрел, первые обстрелы. Кроме пограничников практически никто ответный огонь не открывал. Но с каждой неделей мощь украинского ПВО на Дунае росла. Сегодня она, я знаю, я вам скажу, очень мощная, достойная. И самый последний налет – это 100% сбиваемость. То есть все было сбито еще на уровне подхода Вилково, Татарбунара. 100% сбиваемость произошло. До этого 70, 80, то есть я думаю, и, кстати, последние 4 дня, слава богу, ничего нету. 4 дня вообще никаких налетов нету. Перед этим были практически или ежедневные, или максимум через день были налеты. 4-5 дней вообще ничего нету. Я всегда говорил, даже военные говорят, зачем посылать, как правило, пакеты, это от 20 до 30 шахедов всегда были атаки. Последний раз из 33 сбили 27 или 26, я не помню, последний налет был, предпоследний. Последний было 14, и все были сбиты до подхода. На уровне, на границе Затоки, то есть на уровне практически побережья были сбиты. То есть вглубь Бессарабии они не пошли.
То есть даже если будут атаки, украинское ПВО над Бессарабией присутствует уже очень серьезно. То есть защита Бессарабии сегодня украинскими вооруженными силами Украины обеспечена. Еще раз вооруженные силы Украины показали для народа Украины, в том числе Бессарабии, что это самая большая надежда и самая большая опора сегодня украинских граждан. И гарантия Кстати, и безопасности. гарантия. Недавно разговаривал с руководителем одного из молдавских и румынских обществ в Одесской области. Знаете, что он говорит? Что? Интересный факт. Что-то последний год-полтора наши унионисты вообще ничего не говорят. Раньше кричали там Бессарабия, ну, в Украине в том числе. Бессарабия есть в Румынии. То есть были такие. А что-то последний год они не кричат. Вот почему не защищают Бессарабию? Понимаете, в том числе у Украины претензии, не претензии, а вопросы к румынскому ПВО. На их, как бы на их сторону падали в том числе шахеды. И Ну, а как ПВО вы это объясняете? Они не могут без согласования с партнерами по НАТО или там тоже ограниченные возможности для этого? Вот как мы видим какие-то действия, там объявили бесполетную зону там в глубину до 30-40 километров от границы с Украиной. И как бы получается все. Ну, я вам хочу закончить мысль, что украинский румын сказал, если раньше думали, что нас защитит всегда Румыния, то сегодня украинские румыны, болгары, гагаузы знают, что их самая надежная защита – это государство Украина и украинские вооруженные силы. Понимаете, вот сегодня в Бессарабии все поняли это. Касательно Румынии, для Румынии, я думаю, что это тоже было шоком. То, что там в километре от ее границ идут военные действия, потому что 1 год и 7 месяцев ничего не было. Плюс Украина член. Во-первых, эта зона, румынское Придунавье, оно практически мало заселено, то есть там дельта Дуная, если вы знаете. Дельта Дуная, оно там острова, леса, там очень маленькие там рыбацкие поселения. И только после того, как Украина показала, украинские пограничники там или украинские военные показали, как залетают шахеды и падают там, и детонируют на территории Румынии, только тогда уже Румыния отправила туда там силы МЧС и пограничников и нашла обломки этих ракет, этих шахедов. Но я думаю, что с каждым, кстати, налетом Румыния все больше и больше как бы возмущалась, а последние 2 налета поднимала свои воздушные вооруженные воздушные силы Румыния поднимала. Мы даже их видели. Многие жители Измаила, Рени видели, как ночью курсируют в воздухе и вертолеты, и самолеты румынские. То есть Румыния практически уже готова, я думаю, что тоже созрела тоже сбивать. Ну, надеемся, что проснется как можно больше людей и поймут, откуда действительно исходит угроза, и начнут предпринимать действия. Это будет полезно всем, в том числе и нам здесь, в Республике Молдова. Господин Демченко, благодарю вас, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию, и желаем скорейшей победы ВСУ и Украины в этой несправедливой войне. Спасибо большое. Спасибо большое. Çok sağ olun. До свидания. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить с господином Сергеем Борчуком, главой Общественного совета при Одесской ОВА, о ситуации в Одесской области, Южной Бессарабии и вообще в целом о ситуации на фронте. Ну, поговорим о том, о чем можем поговорить. Господин Борчук, приветствую вас. Здравствуйте, коллега. Благодарю, что нашли время прийти к нам и прокомментировать ситуацию. Ну, я бы, если вы позволите, хотел бы начать вот с Южной Бессарабии. Практически уже очень долгое время российские войска обстреливают порты на Дунае. Это Измаил, Килья, Рени. Часто говорилось о том, что Украина наращивает защиту или противовоздушную оборону в этом районе. Как дела обстоят сейчас с этим? Все стало лучше, хуже, имеется в виду в плане противовоздушной обороны?
Ну, если говорить о том, что у нас происходит, то действительно мы говорим о том, что интенсивность обстрелов именно южных районов Одесской области стала намного выше. И эта ситуация, она знакома нам где-то с июля этого года. И сейчас интенсивность, ну, фактически ниже не стала, хотя есть так называемые определенные оперативные паузы, которые берет враг для того, чтобы, ну, прежде всего, пополнять свой, назовем так, боевой пар шахедов, именно дронами камикадзе, сегодня чаще всего обстреливают наши порты на Дунае. Что касается эффективности работы средств противовоздушной обороны, мы же понимаем прекрасно, что это именно и ПВО, это боевая авиация, это мобильные подразделения сил обороны, которые воюют с этими шахедами, избивают их, и 70%, иногда и выше эффективность, есть даже бывали случаи 100%, эти шахеды уничтожаются. Действительно, к сожалению, есть попадания. Попадания связаны прежде всего с тем, что враг использует массовые налеты. То есть речь не идет там о 10, даже 20, иногда больше 25-30 шахедов могут лететь именно в южные районы Одесской области. Что усложняет работу? Усложняет работу то, что хорошо всем известно. Это попытки врага использовать рельеф местности. Это желание врага использовать в том числе и водную гладь для того, чтобы легче ему было пролететь, нам, соответственно, сложнее вычислить эти воздушные цели. Ну и, соответственно, это новинка у тактики врага, пытаться запускать эти шахеды очень близко к границе с Румынией. Если мы говорим, например, о порт Измаил, то вы прекрасно знаете, видели эти материалы, когда с того берега Дуная румыны снимают видео, показывают. К сожалению, я бы тут тоже говорил о том, что нашим союзникам, румынам, надо бы поработать в этом направлении, чтобы это видео и фото не попадали потом в российские паблики. Так вот, стараются использовать именно Дунай, именно близость к границе максимально. Поэтому есть и в том числе и прилеты были на территорию Румынии, потому что все это связано с этой тактикой врага. Что касается усиления обороны, именно противовоздушной обороны, мы видим, что враг это чувствует на себе. К сожалению, еще раз скажу, нет пока 100% сбивания, но работа по совершенствованию системы обороны, она, конечно, продолжается и будет продолжена. Мы видим, что наши союзники реагируют на эти запросы, военные запросы Украины, и речь идет, вот и Рамштайн был очередной, о том, чтобы усилить наши границы, усилить наши территории именно средствами противовоздушной обороны. Понятное дело, что, учитывая направленность боевой работы врага, мы прекрасно понимаем, что речь идет прежде всего о защите, в том числе и южных районов Одесской области. Если вот вы коснулись Рамштайна, вот буквально вчера там собирались генералы, министры обороны. Какие ожидания от этого Рамштайна, от этого раунда Рамштайна для Украины? Ну, конечно, всех подробностей никто никогда не узнает, возможно, только после войны. Или еще один такой хороший показатель, это то, что россияне почувствуют это на поле боя, как говорится, на своей собственной шкуре. Я уже сказал о том, что речь шла о ПВО, это не скрывается, речь идет об авиации, речь идет об усилении танковой компоненты, это тоже понятно, потому что идет продвижение, по крайней мере, на южных направлениях нашего фронта, продвижение вперед, тактические сегодня успехи, так их принято называть у военных, хотя сразу делаю оговорку, что враг пытается максимально сегодня проводить в том числе какие-то наступательные действия со своей стороны, атакуя наши фланги для того, чтобы попытаться вернуть те позиции, которые он потерял. И мы знаем, сегодня очень активно переброшены на запорожское направление, например, резервы в виде воздушно-десантных войск. Это полки, это части одной из дивизий ВДВ Российской Федерации, то есть те войска, которые считаются наиболее подготовленными. С другой стороны, показатель того, что ВДВ России сегодня используется как простая пехота, а давайте для россиян считать, чтобы было более понятно, как пушечное мясо, это говорит о том, что проблемы на этом участке фронта, на этом направлении у россиян действительно очень серьезные, хотя, я еще раз скажу, надо отдать должное, они пытаются определенными тактическими действиями ситуацию изменить. Так вот, что касается Рамштайна, то, понятное дело, необходимо усиливать и
бронетанковую компоненту, это то, что помогает продвижению вперед. Ну и не забываем о том, что очень много минных полей, разминирование очень сложное, и то, что наши прорвали первую линию обороны, это буквально на руках. Наши украинские саперы день и ночь, без преувеличения, вытаскивали эти мины, именно ползли без применения техники, разминировали эти проходы для того, чтобы могли, например, пройти штурмовые подразделения. Поэтому есть машины разминирования, их, конечно, не хватает. Вот, наверное, я думаю, что один из итогов Рамштайна – это будет усиление и этой компоненты. Хорошо, вот вы коснулись успехов, тактических успехов, как их называют ВСУ на фронте. И то, что Россия перебрасывает туда фактически десантников, да, которых используют как пушечное мясо на фронте. Очень часто говорилось, особенно в августе, о следующей волне мобилизации в России. Как вы думаете, учитывая продвижение ВСУ, вероятность новой волны мобилизации увеличивается? Есть какие-то информации о том, что происходит сейчас там? А дело в том, что мобилизация в России, она не прекращалась. Она, наверное, не коснулась, насколько мне известно, это центральных областей Российской Федерации. Речь идет прежде всего о Москве, Петербург, то есть те элитные области, которые пока не трогают активно. Речь идет о глубинке, потому что тот обменный фонд военнопленный, которых задерживают наши военнослужащие, показывает, что это и национальные окраины, это национальное автономное образование, это Дальний Восток, это Алтай. То есть максимально, извините за слово, выгребают оттуда все мужское население для того, чтобы пополнять то, что сегодня выбиваются подразделения Российской Федерации. Ну, например, сейчас будет вопрос дня, 72-я бригада мотострелковая российская на голову напрочь просто разбита в котле, который им устроила наша 3-я отдельно штурмовая бригада, когда были уничтожены 3 комбата, начальник разведки бригады. Еще неизвестно, сохранился ли целость и сохранности командира, это 72-й бригады. Потери просто огромные, много пленных. Вот эта бригада, ее надо полностью восстанавливать. И поэтому восстанавливают они довольно-таки быстро. Надо отдать должное, что мы прекрасно понимаем, у врага очень большой мобилизационный ресурс. Это правда. У россиян больше людей, то, что они менее подготовлены, это абсолютно верно. Но и такого врага надо уничтожить, надо провести определенные действия. Поэтому мобилизация идет. Мобилизация, не знаю, насколько она сегодня максимальная для Российской Федерации, но, наверное, когда уже черед дойдет до Московской области, тогда мы увидим и другие процессы на России, и тогда мы, наверное, увидим и другую ситуацию на фронте в том числе. Пока врагу удается пополнять пушечным мясом свои подразделения. Не забывайте о том, что есть временно оккупированные территории. Это так называемые ДНР и ЛНР, оккупированные территории, временно оккупированные территории Херсонщины, Крыма и Запорожской области, там, где максимально после вот этих фейковых выборов сегодня пытаются людей, именно мужчин, загнать в армейские ряды и пустить на убой, пустить воевать против своих. Ну, то есть, получается, никакого освобождения не несут, да? То есть, как бы это я так к тем, кто ждет освободителей в кавычках, да? То есть, как бы, потому что никакого освобождения нет. Они оккупируют, и этих людей дальше отправляют на бойню, скажем так. Абсолютно верно. Их же никто не готовит. Если раньше мы говорили о том, что очень много, ну, довольно большое количество подразделений российских, ну, в начале, по крайней мере, большой войны, оказывались именно мобилизованные, например, на территории Беларуси, там, где они готовились к войне. Сейчас мы видим, что максимально Лукашенко пытается от них избавиться, потому что, понятно, он пытается, как всегда, усидеть на 2 стульях, не получится, потому что он уже фактически признан военным преступником, тут надо только соблюсти техническую процедуру, чтобы был суд, и их осудили вместе с Путиным на одной скамье подсудимых. Но сегодня нет и такой подготовки, то есть то, что происходит, собрали, отправили, и они здесь гибнут, то есть иллюстрация сегодня именно такая. Они гибнут, пытаются максимально закрыть дыры, в том числе и теми, кто находится на временно оккупированных территориях Украины. Что касается новостей, опять же, из России, там
Чистки, вы упомянули Лукашенко. Хотел бы услышать ваше мнение. Он так как-то, Беларусь в последнее время меньше стала появляться в новостях, как там и Вагнер оттуда потихонечку вытесняет. Мы видим, что спутниковые снимки показывают, что лагерь Вагнера потихонечку начинают сворачивать его оттуда. Скорее всего, Лукашенко не хочет еще дальше в петлю залезть, хотя он залез уже куда по самое, можно сказать, не могу. Но вот новости про Кадырова. С вашей точки зрения, это чистка или просто как бы Путин избавляется от людей, которые могут представлять для него опасность, потому что Кадыров после Вагнера обладает самой большой частной, можно сказать, армией, да, в России. И в случае чего, как бы эта армия может быть направлена против самой России. Или же, скажем, Кадыров просто, как говорят, запустил очень много хронических заболеваний и сейчас просто не может с ними справиться. Ну, слава богу, я не нахожусь у смертного одра Кадырова. Надеюсь, что черти уже готовят эту смолу. Я надеюсь, что Пригожин, если это правда, тоже ждет его там. Кобзон будет петь или уже поет. Можно долго язвить на эту тему, но если говорить о более серьезных вещах, то так называемая кадыровская армия, армия ТикТок, сегодня действительно уже стоит вопрос, а кто же будет генералиссимусом этих тиктокных войск. Так вот, армии-то как таковой у Кадырова нет. Это полицейские подразделения, которые готовились для того, чтобы подавлять местные бунты. Это же понятно. То есть как вояки, они, ну, честно говоря, никакой опасности не несут. Да, они присутствуют, они жестокие, они могут проводить карательные действия, но не более того. Так вот, мы говорим о тех процессах, все, что вы сказали, оно имеет право на жизнь. Но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что, наверное, кардинального влияния сейчас на ситуацию в России смерть Кадырова, возможная смерть Кадырова, не принесет. Процессы более глубинные. С другой стороны, территория Ичкерии – это территория, которая признана мировым сообществом. Конечно, к сожалению, далеко не всеми, тем не менее, в частности, Украиной. Территория, которая является оккупированной территорией независимого государства Ичкерия со стороны Российской Федерации. И вы представляете, да, что диктатор сдох, все в панике, кого там назначат, там, Дельмханова или еще кого-то, но процессы будут запущены, потому что те чеченцы, которые сегодня находятся в эмиграции, те, которые воюют на стороне Украины, как минимум 2 батальона, имени шейха Мансура и имени Джохара Дудаева, они знают, что им делать дальше. Я думаю, что и подполье работает на территории Ичкерии, не всех смогли загнать в тюрьмы. Поэтому для внутренних процессов России, а я очень надеюсь на то, что эти процессы все равно будут, внутреннего распада или внутренних потрясений, они, конечно, окажут влияние. Это без сомнения. Не так быстро, это не будет завтра, это не будет послезавтра, но тем не менее, посмотрите, как быстро ситуация изменилась в Карабахе. И сегодня мы можем говорить о том, что Россия потеряла контроль над Южным Кавказом. Это процессы, которые в том числе могут быть связаны и со смертью Кадырова на территории Ичкерии. Хорошо, господин Брачук, да, ну там очевидно, если, допустим, только о том, что смерть Кадырова настала и его уже не стало, то это уже создает перед Россией дополнительную проблему, как контролировать дальше Чечню, потому что это как выдернуть винтик, важный элемент из скелета всего, и дальше непонятно, кому передавать власть. Я так понимаю, с этим наверняка связана вот эта вот задержка и отсутствие комментариев по поводу ситуации. Я правильно понимаю? Потому что непонятно, Вполне. Хорошо, а вот вы говорите про Нагорный Карабах. Россия потеряла или Россия пытается, знаете, потому что вот сегодня появилась информация о том, что Нагорный Карабах, ну, непризнанная Нагорно-Карабахская республика, заявила о том, что они выводят армянские подразделения со своей территории. Да? Азербайджан подтвердил это, и как бы все это происходит при непосредственном наблюдении российских так называемых миротворцев. Можем ли мы сказать, что российские миротворцы, по большому счету, там присутствуют для того, чтобы зафиксировать освобождение территории Нагорного Карабаха от армянских войск, хотя, в принципе, они там существуют для того, чтобы обеспечивать интересы Армении. То есть, по сути, они там для того, а сейчас они просто сдают интересы Армении. Вы говорите, теряют, но не пытаются ли они каким-то образом удержаться за какую-то соломинку для того, чтобы хоть как-то сохраниться в Закавказье или на Южном Кавказе? Или вы считаете, что уже окончательно Путин потерял Южный Кавказ?
Да, прежде всего я хотел бы сказать, что те процессы, которые приводят к возвращению де юре и де факто незаконно оккупированных территорий или самопровозглашенных республик, то, конечно, можно поздравить сегодня Республику Азербайджан с тем, что за 30 лет все-таки сбылось то, что должно было произойти, возможно, раньше, но произошло именно сейчас. Потому что мы прекрасно понимаем, что у нас ситуация такая же, то есть де-факто у нас тоже оккупированные территории, нам тоже это возвращать свое. Я бы вот, знаете, такой нюанс сейчас бы, говоря о Карабахе, уточнил и сказал бы об этом. Это очень важно, на мой взгляд, что так называемым российским миротворцам, так называемым Приднестровье, надо было бы задуматься. Сегодня и Молдова, и сегодня Грузия. Ну, с Грузией сложнее, там пророссийская часть власти, поэтому, наверное, тут должны быть уже надежды на сам грузинский народ, на его национальное самоопределение. Так вот, что касается так называемого Приднестровья, это серьезный звоночек. Это серьезный звоночек. Скорее всего, деоккупация Приднестровья будет происходить по другому сценарию, ну это на 99, давайте говорить, процентов, но это будет происходить. И эти процессы уже, я так думаю, необратимы. Поэтому тут только можно пожелать Молдове, чтобы вернула свои временно оккупированные Россией земли. Но что касается Карабаха, то я думаю, что тут Россия утерлась. Вот этот так называемый блок анти-НАТО или НАТО-2 ОДКБ по Чилу-Бозе показал в очередной раз свою полную несостоятельность. Ну а что касается россиян, то они только могут в очередной раз зафиксировать, что они получили звездюлей. Поэтому так будет везде. И надо помнить всем другим народам о том, что там, где есть Россия, там предательство, там только российские интересы, там русский мир, который и плохо пахнет, и плохо выглядит, и в конце концов подведет в самую тяжелую минуту. Хорошо, а вот не могу не уточнить. Вы сказали, что Приднестровский конфликт будет решен другим способом. Каким? Более мирным или как вы это видите? По какому сценарию? Я надеюсь, что, во-первых, он будет решен быстро, а во-вторых, он действительно будет решен прежде всего политическим путем. Ага. И я думаю, что для этого есть сегодня все возможности так сделать. Ну, а еще раз хочу обратиться к российским так называемым миротворцам. У вас есть очень много дел дома, поэтому лучше отправляйтесь на Россию. Там очень будет интересно в ближайшее время. Есть над чем поработать, над чем задуматься и где послужить. Господин Брачук, вот этот вот недавно был визит Ким Чен Ына в РФ, да, это что, мы оказались в ситуации, когда Россия зависит от этого маленького диктатора, да, государства, которое изолировано полностью и входит в клуб изолированных государств, это то, о чем вы говорите, то есть потихонечку, да, то есть процессы заводят Россию в угол, можем ли мы это констатировать, этот факт? Зачем ему нужно было обращаться к Ким Чен Ыну? Да. Конечно, тут берусь утверждать, и мы прекрасно понимаем, кто стоит за этим пончиком. Какой повар приготовил этот пончик для Российской Федерации, и каким троянским пончиком этот лидер Северной Кореи окажется для россиян в итоге. Мы прекрасно видели, как с ним носятся, как его буквально носят на руках, его благодарят за то, что он приехал. Это вот величие, показатель величия Российской Федерации. Были ли какие-то договоренности, может сразу возникнуть вопрос, решать Китаю. Будет ли оказание военной помощи? Давайте придумаемся. В Северной Корее оказывают военную помощь Российской Федерации. Это империи, так называемой второй армии мира. Вполне вероятно, такие договоренности есть. Но вопрос, насколько они повлияют на ход событий на поле боя. Учитывая логистику, учитывая, как хранились эти снаряды, речь-то идет прежде всего о боеприпасах, и так далее и тому подобное, то в 2010 году, насколько я помню, даже северные корейцы признавали о том, ну так же как и независимые эксперты, что около 20% боеприпасов, если они хранятся в таких условиях, то есть просто под небом, они приходят в непригодность. Так вот, сколько лет прошло, сколько из них стало еще бракованных? Я понимаю, что Россия будет забирать все максимально, что ей сегодня предложат. С другой стороны, давайте не забывать, что Северная Корея не может оголить себя полностью, в том числе и отдав боеприпасы. Почему? Потому что они всегда с Южной Кореей рядом,
они рядом с теми государствами, которые поддерживают Южную Корею, поэтому им надо быть постоянно в готовности с боеприпасами, с этой миллионной армией. То есть тут еще вопрос, насколько качественным окажется итог этого визита. Но, с другой стороны, мы говорим о том, что Ким Чен Ын, он проехался, в кои-то веки выбрался, хотя бы и в Россию, посмотрел что-то и поехал себе с удовольствием домой. Покушал дальневосточных крабов, наелся от пуза, как говорится, хотя он этим не страдает, голодом, например, но тем не менее. Все, как говорится, на халяву и уксус сладкий. Ну, посмотрим, к чему это приведет. И спасибо большое, что пришли к нам в эфир, и желаем скорейшей победы ЗСУ и освобождения украинских территорий. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за поддержку. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в следующей части выпуска я предлагаю поговорить с политологом, историком, господином Анатолом Царану о военных угрозах, которые стоят и перед Республикой Молдова, и дискуссиях, которые вроде как бы начинаются в обществе об укреплении военной безопасности Республики Молдова, о взаимоотношениях с НАТО, но никак не активизируются. И вообще, что делать и как выстраивать в будущем безопасность Республики Молдова, я предлагаю поговорить с нашим следующим гостем. Господин Царанов, приветствую вас. Здравствуйте. Давно вас у нас не было, очень рада вас видеть, и спасибо большое, что пришли к нам в эфир. Скажите, пожалуйста, вот события последних недель, значит, учения, которые сейчас проходят в Республике Молдова, визит Мирча Джоана, одного из высокопоставленных чиновников НАТО. Опять шквал вот этих вот фейков в интернете и рассуждений, особенно среди противников сотрудничества с НАТО. И не совсем понятно, чего они хотят. Они хотят, чтобы Молдова не укрепляла свою военную безопасность, или они просто не хотят, чтобы Молдова сотрудничала с НАТО, но при этом не дается ответ на вопрос, как выстраивать свою безопасность. С вашей точки зрения, почему вот эти вот дискуссии о необходимости выстраивать безопасность Республики Молдова никак не начнутся в нашей стране, даже среди экспертов, несмотря на то, что уже почти 2 года идет вот эта вот неспровоцированная и несправедливая агрессия России против Украины? У наших границ, можно сказать. Ну, определенная дискуссия все-таки идет. Другое дело, что она достаточно инертная, такая, как бы не распространяется на все сегменты общества, а это означает, что ее влияние на общественное мнение не очень продуктивное. Теперь в том, что касается, скажем так, разных подходов, которые существуют в молдавском обществе к идее и к проблеме НАТО. Ну, во-первых, никогда на протяжении 30 лет существования молдавского независимого государства здесь действительно не было серьезной дискуссии внутриобщественной, внутри нашего общества в том, что касается выработки по-настоящему рационального и существенной модели обеспечения безопасности, в том числе и военной безопасности молдавского государства. Это было связано с тем, что считалось, по крайней мере, до недавнего времени, что принцип нейтральности для молдавского государства, этот принцип обеспечивает безопасность. Но все, что случилось и случается сейчас вокруг Республики Молдова, и в первую очередь это касается той войны, которая происходит на Украине, говорит о том, что нейтральность или принцип нейтралитета, статус нейтралитета для Республики Молдова отнюдь не является условием безопасности и гарантией безопасности. Скорее, этот статус, который мы закрепили в Конституции Республики Молдова, заблокировал реальные пути поиска и нахождения рациональных и эффективных способов защиты нашего государства.
И это в первую очередь связано с тем, что принцип нейтралитета, он заблокировал возможность присоединения Республики Молдова к коллективным формам безопасности, которые являются наиболее эффективными в настоящих условиях. А Ну то хорошо, есть... обстоятельство, Да. да, а то обстоятельство, что в молдавском обществе считается, что нейтралитет до сегодняшнего дня является наиболее эффективным способом защиты. Это говорит о том, что те политические силы, которые были у власти в Республике Молдова, по-настоящему никогда не были озабочены безопасностью нашей страны. А существование политических сил, которые поддерживают принцип нейтралитета, который по большому счету является ничем иным, как принципом, который обеспечивает зависимость Республики Молдова от России, это говорит о том, что эти силы, они нацелены и зависимы от Москвы и практически проводят политическую повестку, которая не является или она не конформируется национальным интересам Республики Молдова, а отвечает интересам другого государства, в данном случае России. Ну хорошо, вот вы говорите, что власти не были озабочены, а вот нынешние власти, которые управляют страной, ну, уже как бы 2 года, можно сказать, и вот эта полномасштабная российская агрессия началась при их мандате. Вы видите какое-то изменение, скажем так, отношения к вопросу безопасности? Каким-то образом произошел сдвиг в сознании или даже в действиях направленных? Они стали более активными или те действия, которые предпринимаются сейчас, они соответствуют тому уровню угрозы, который есть сейчас, с вашей точки зрения? Я думаю, что с приходом проевропейской власти изменилось отношение к НАТО, изменилось отношение к тому, что называется обеспечение безопасности Республики Молдова. По крайней мере, ряд высокопоставленных представителей власти говорят весьма критически о том, что называется статусом нейтральности Республики Молдова. Нужно признать это обстоятельство. Раньше этого не было. Так сказать, статус нейтральности был такой священной коровой в молдавской политике. Сейчас этого нет. И президент страны, и премьер-министр говорят о том, что мы должны, так сказать, начать в обществе дискуссии по поводу статуса нейтральности, в какой мере этот статус обеспечивает нашу безопасность. Это уже, несомненно, шаг вперед. Но тут опять эта ситуация стакана наполовину полного водой или наполовину пустого. Потому что если предъявлять очень жесткое требование необходимости обеспечения нашей безопасности, то в этом случае надо признать, что эти устремления власти, которые они проявляют в последнее время, в последние 2 года, 3 года, они достаточно половинчатые. Не существует существенного и энергичного подхода к тому, что называется дештартария, то есть освещение проблем безопасности в обществе действительно в таком энергичном, интенсивном плане. Очень много людей по-прежнему остаются пленниками старых представлений о том, что такое НАТО, потому что НАТО является наиболее подходящим для нас международным сообществом, которое может обеспечить нашу безопасность. Это тот военно-политический союз, который категорически обеспечивает безопасность своих членов. В нашем обществе отношение к НАТО практически остается тем же или почти тем же, которым был при Советском Союзе. Мы унаследовали от Советского Союза негативные отношения к НАТО, а это означает в том числе и негативные отношения к проблемам нашей собственной безопасности. И то, что власть не делает существенно много в этом отношении для того, чтобы развеять это ложное представление о том способе обеспечения нашей безопасности, это, несомненно, большое упущение нынешней власти, даже если они уже, так сказать, допускают, что нейтральность не является панацеей от всех бед, и нужно искать другие формы обеспечения нашей безопасности. Ну хорошо, вот власти, а какие могли бы быть эти действия? Потому что они наверняка не хотят запускать или педалировать эти дискуссии в обществе по поводу необходимости вступления в НАТО, потому что боятся падения рейтинга, потому что это будет воспринято как то, что они продвигают идею НАТО. Почему не происходит вот этого? В чем они не дорабатывают, скажем так, с вашей точки зрения?
Ну, во-первых, они потеряли время. Ага. Надо было начинать сразу же после прихода к власти, когда у тебя есть 4 года, у тебя есть достаточный зазор времени для того, чтобы, так сказать, произвести изменения на уровне коллективной ментальности. Когда у тебя остается все меньше времени, естественно, возникают вот те опасения, о которых вы говорили. Потеря, так сказать, электоральной поддержки. Чем ближе к выборам, тем больше это обстоятельство влияет на то, как власть организует свою политику. Первое, они потеряли время. Второе, я думаю, они не очень хорошо себе представляют, что нужно делать в этом отношении. И это большая беда нынешней власти. У них очень хорошие интенции, очень хорошие, так сказать, мысли о том, что, вернее, что нужно сделать, но они очень плохо себе представляют, как можно сделать. И вот это вот обстоятельство, оно, несомненно, сказывается, в том числе скажется на электоральной поддержке нынешней власти, потому что если нет результатов, то в этом случае электорат всегда тебя накажет за отсутствие результатов. Потому что благие намерения, они практически демонстрируются всеми. Проблема заключается в том, чтобы эти благие намерения они отразились на жизни людей непосредственно. Пока этого нет, по крайней мере, в том, что касается области безопасности. Хотя здесь делаются определенные подвижки. И вот эти вот контакты, которые у нас есть, в том числе и по военной линии Министерства обороны с НАТО, они говорят о том, что практически власть осознает, в каком направлении нужно двигаться. Но это движение еще достаточно медленное. Хорошо, а вот если говорить, вот Майя Санду в своем недавнем обращении, вот у нас даже была цитата на экран выведена, да, вот она заявила следующее. Риски дестабилизации ситуации со стороны России сохраняются, но мы уверены, что в любой ситуации Молдова будет поддержана дружественными странами Европейского Союза и НАТО. То, что Россия продолжает попытку дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова, совершенно очевидно, и выборы в Гагаузии это прямое тому подтверждение. Но вот насколько оправдана, скажем так, надежда на союзников или, скажем так, партнеров в НАТО и Европейском Союзе? Что они могут сделать или как далеко они могут пойти, защищая Республику Молдову от российской агрессии? Когда мы говорим о конкретных шагах, которые может предпринять НАТО и страны, которые являются членами НАТО, в первую очередь Румыния, естественно, Да. потому что в Румынии здесь особые интересы в Республике Молдова, то в этом отношении мы вступаем на достаточно сложное поле предположений. Недавний визит заместителя генсека НАТО Митяджана в Республику Молдова, он закончился в том числе и декларацией, что мы не оставим Молдову в одиночку перед угрозой, которая идет со стороны России. Это было заявление господина Джана. А это означает, что воленс-ноленс существует какое-то обязательство НАТО для того, чтобы, так сказать, проявить не просто солидарность политическую с Молдовой, но и оказать более весомую помощь в том случае, если, например, Республика Молдова подвергнется агрессии в той же форме, в которой это произошло с Украиной со стороны России. Опять-таки, Джана не уточнил, в чем будет заключаться эта конкретная помощь, и я думаю, что это практически невозможно на этом этапе. В то же время Джонас заявил, что речь не идет о пятой статье договора НАТО, который предусматривает, что вся организация выступает как единое целое в случае, если один из членов этой организации подвергнется агрессии. Это означает, что все страны НАТО окажут военную помощь стране, которая подверглась агрессии, члену, который подвергся агрессии. Но в то же время он сказал, что НАТО окажет помощь. Значит, эта помощь каким-то образом будет оказана. И, повторяю, сегодня невозможно говорить ни о чем, очень конкретно о том, какую форму приобретет эта помощь. Но подобного рода заявления, несомненно, являются очень важными, и они были услышаны в том числе и в Москве. С одной стороны, эти заявления, они должны обеспечить соответствующее моральное состояние Кишинева, но в то же время эти заявления, они адресованы и Москве, Кремль просто предупреждается НАТО, что не вздумайте сделать то же самое в Украине. Реакции не будет такой, какой только в Украине. Реакция будет еще более жесткая. Это
вытекает из всех заявлений, которые делают лидеры НАТО. Ну хорошо, господин Царанов, а насколько это, опять же, я тут, извините, что, опять же, пытаюсь задать вам вопрос на ваш же ответ, да, вот как вы сказали, что мы вступаем, когда мы рассуждаем об этом, мы вступаем на какое-то такое зыбкое поле предположений, вы же сказали, да, то есть насколько это не является такой wishful thinking, да, то есть как бы выдавать желаемое за действительное, потому что мы видим, как НАТО реагирует, допустим, на территории Румынии сейчас падают эти дроны, и мы видим, какова реакция Румынии, да, по поводу этих дронов. Допустим, Украине не нравится эта реакция, и Румыния как-то действует, реагирует очень вяло, не так активно, как хотелось бы. Вот где гарантия того, что они, и опять же, не совсем понятно, какова это будет помощь, и как она могла бы выражаться? Только декларацией, озабоченностью? Но никто не заинтересован в Европе, чтобы здесь началась большая война. Ну да. И в большей степени в этом не заинтересована НАТО. Это первое. Что касается реакции Румынии, достаточно вялой на эти дроны, то нужно понимать. И, кстати, эти заявления были сделаны как румынскими политическими деятелями, так и представителями Соединенных Штатов и НАТО в целом. Да. Эти дроны, или, скажем, остатки этих дронов, которые падают на территорию Румынии, не являются сознательной военной атакой Румынии, территории Румынии. Это скорее, так сказать, незапланированные акции, которые, так сказать, несознательно совершаются Россией. Поэтому и реакция соответствующая. Никто не хочет усугублять еще больше обстановку. Вот если бы эти дроны, которые упали в Румынию, представляли собой непосредственную атаку территории Румынии со стороны России, я думаю, что реакция была бы совершенно другой. В случае, если Республика Молдова будет подвергнута открытой военной агрессии, я думаю, что реакция тоже будет совершенно другой, чем та, что в Украине. И тут, как историк, я хочу вам напомнить события 1918 года, когда распад русской армии на Румынском фронте подверг огромной опасности территорию Бессарабии, когда толпы дезертирующих солдат, которые никому не подчинялись никакой военной дисциплине, буквально грабили и своевольничали на территории Бессарабии. Единственное спасение для Бессарабии было введение сюда воинского контингента Румынии. Я думаю, что в последней инстанции даже это не исключается, опять-таки, по исторической аналогии. Но это мое предположение. Это не вытекает из тех заявлений, которые сделали лидеры НАТО и Румынии. Но история повторяется иногда, хотя часто говорят, что повторяется в виде фарса. Но в данном случае я полагаю, что никто в НАТО, в том числе в западном сообществе, не заинтересован в том, чтобы Республика Молдова превратилась во вторую Украину. И если НАТО в свое время зевнула агрессию России против Украины, все-таки верили в то, что не будет этой агрессии откровенной, полагались на это. Но то, что произошло в Украине, я думаю, это предметный урок, который усвоили политики как в НАТО, так и в других западных столицах. Поэтому реакция будет, я уверен в этом, реакция будет совершенно другой, чем предполагают некоторые. Полагаю, что если Россия сюда придет, вступит военным путем, то будет примерно то же самое, что в Украине. Хотя способность сопротивления Молдовы перед российской агрессией, конечно же, несравнима с той, которую оказывает Украина. Поэтому Молдова получит всю необходимую помощь для того, чтобы не позволить, чтобы Молдова превратилась в такой кинжал, воткнутый в спину Украины. Сейчас Украина является центральным козырем в этой большой геополитической игре, которая разворачивается на европейском континенте. И даже с этой точки зрения, с точки зрения интересов геополитической игры в Украине, Молдову будут оберегать и не позволят превратиться в плацдарм, в российский плацдарм для того, чтобы Украину можно было атаковать из-за спины. Ну вот с этой точки зрения, вот Зигфрид Муришан, евродепутат, заявил недавно, да, что мы возвращаем Республику Молдова. Он сказал, что Молдова станет гвоздем программы на будущей сессии Европарламента. Да?
Мы возвращаем Республику Молдова в нашу повестку дня, поскольку хотим подтвердить четкую позицию Европарламента по началу переговоров о вступлении Молдовы в Европейский Союз к концу текущего года. Что это означает? Процесс евроинтеграции ускорится, несмотря ни на что, или есть все же какие-то условия? Может, в этом направлении будут достигнуты какие-то успехи? Как вы думаете? Румынский европарламентарий Зигмунд Муришан является, наверное, самым активным адвокатом Республики Молдова в Европейском парламенте. Несомненно, его заявление, это в том числе выражает его стремление, его личное желание, его личную, так сказать, нацеленность на реализацию этого проекта. Но я бы предостерег тех, которые думают, что это чисто субъективная позиция господина Муришана. Муришан выражает то общее стремление, которое существует в Европейском Союзе. Несомненно, ни Республика Молдова, ни Украина, если бы не было бы войны с Россией, далеко не выполняет всех условий, необходимых для того, чтобы стать членом Европейского Союза, или даже для того, чтобы начать переговоры по поводу вступления в Европейский Союз. Но война перевернула всю эту пирамиду ценностей, и каким-то образом мы должны благодарить Россию за то, что она, так сказать, совершила то, что совершила, и Европейский Союз сменил свою оптику по отношению к Республике Молдова, к Украине, конечно же, и так далее. Поэтому я думаю, что в Брюсселе каким-то образом закроют глаза на определенные недочеты, на определенные недоработки, которые могут быть в Республике Молдова, но для того, чтобы сохранить общий настрой Кишинева на европейскую интеграцию, и нам будут всячески помогать для того, чтобы наш путь в Европу проходил как можно быстрее. С этой точки зрения заявление Муришана соответствует общей атмосфере, которая существует в Европейском Союзе, в том числе в иерархических структурах Европейского Союза. Республика Молдова может рассчитывать, вполне может рассчитывать на то, что Европейский Союз широко откроет двери для вступления Молдовы в организацию. Господин Саранов, благодарю вас, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. И я благодарю вас за приглашение. До свидания. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. Не забывайте подписываться на нас и ставить лайки. Увидимся на следующей неделе во вторник в это же время. До свидания.